Завершается пора уборки урожая. Какие сельхозкультуры выращивали в этом году в Очимчирском районе? Как вели борьбу с вредителями? И каким образом можно на данный момент оценить перспективы цитрусового сезона? Об этом будем говорить с начальником отдела сельского хозяйства Очимчирского района Тенгизом Какубавом. Здравствуйте, Тенгиз. Здравствуйте. Итак, начнем. Какова сейчас ситуация на данный момент? Есть ли уже какие-то данные по поводу того, каким будет урожай? Я имею в виду цитрусовый сезон. Цитрусовый сезон у нас только начало цитрусового сезона. Ранние сорта мандарин, сентябрьские, Каванова-Вассе, они уже созрели, и люди продают, и цена на них тоже хорошая для крестьянина. Вы, как знаете, у нас весна была очень холодной. Во время цветения мандарин до середины мая можно сказать, что температура была низкая, и поэтому урожайность цитрусов в этом году не сравнится с прошлым годом. То есть в прошлом году у нас урожай был более 5000 тонн, в этом году у нас где-то до 2,5, до 2,700 ожидается. Это крестьяне, что собирают мандарин, мы опрашиваем, мы опрашиваем крестьян, как у них в этом году с мандарином, и они говорят, что 40% урожайности нету, как с аналогичным периодом прошлого года. Повлияла только ранняя весна или какие-то еще, холодная весна или только еще какие-то причины? В основном погодные условия. Весна была холодная, а затем... Вы, как знаете, было засушливое лето у нас, и засуха тоже влияет очень сильно на урожайность мандаринов. Угу. А что можно сказать о качестве и количестве? Количестве мы уже сказали, о качестве непосредственно урожая. Какая картина наблюдается по этому вопросу? Знаете как, качество это зависит от ухода за самим мандариновым садом, так как его неоднократно надо производить агротехнические мероприятия, чтобы мандарин был чистым, чтобы сажи на нем не было. Кто проводит на своем участке те мероприятия, которые необходимы, у них качество мандаринов хорошее. У вашего управления есть данные по тому, какова площадь этих мандариновых плантаций, где кто как ухаживает, где, возможно, в каких-то местах страдают от вредителя. Как вам поступает ли такая информация, или вы сами ходите и ищете, как-то опрашиваете, или крестьяне сами подходят и рассказывают о своих проблемах, вопросах? У нас в основном люди сами приходят к нам, так как мы получаем от Министерства сельского хозяйства препараты. Противогрибковые препараты, когда мы получаем, люди приходят, мы и главам сел раздаем эти лекарства, чтобы они на местах эти лекарства раздавали. Также люди к нам приходят, и мы разговариваем, общаемся с каждым крестьянином, который имеет мандариновый сад. Площадя мандаринового сада у нас ежегодно увеличивается, так как у нас есть сельскохозяйственная программа развития сельского хозяйства. Люди в основном, которые пишут проекты, пишут на саженцы мандарин ранних сортов. И у нас в течение 4 лет немало уже новых площадей, которые люди заложили под мандариновые сады. Большое количество, да? Хорошо расширяется эта площадь. Скажите, от чего вообще обычно страдают, от каких болезней страдают мандариновые плантации? Есть ли у вас проблема того, что какие-то плантации уже устаревают, как в Гуль-Рипше, например, много, там старые есть саженцы, старые деревья, есть достаточно большое количество? Вы знаете, у нас в основном такие совхозы были, как Джальский цитрусовый совхоз, как Губский цитрусовый совхоз, как Рейкинский цитрусовый совхоз. И люди, крестьяне, имеют мандарины, в основном они уже за 40 лет деревьям. У меня у самого сад мандаринов, он уже им более 40 лет. То есть надо освежать, так как деревья, естественно, они свое изживают. И поэтому... Есть такое место тоже, что устаревшие сады есть у нас мандариновки. Но в основном люди уже, знаете, которые много лет этим занимаются, они знают, когда лечить, чем болеют мандарины, чтобы петли не было, чтобы сажи не было, понимаете, такие болезни. Люди сами покупают лекарства. Мы даем только против грибка.
Остальные мы, чем мандарин, там препарат, такие лекарства, мы не имеем, не располагаем такими лекарствами, чтобы населению помочь. Разгар, да, мандаринового сезона, да, начинается с 20 у нас ноября, так как, как я вам сказал, вот, ранние сорта мандарин только недавно начали внедрять люди, да, лет 5-6, пока еще таких полносборных мало садов по ранним сортам. И какие еще сельхозкультуры уродились в Ачимчирском районе в этом году? Та же хурма, допустим, фейхоа, много, мало? Что вы можете рассказать? В Ачимчирском районе это аграрный район, вы знаете, у нас тут, как по всей Абхазии, в субтропическом климате все растет, кроме ананасов и бананов. Можно сказать, что уродилось все, но урожайность была в этом году, не совсем бы так, как хотелось. И бахчевые у людей уродились, скажу так, слабо. Есть кто по 2-3 раза пересеивал арбузы, дыни, потому что в середине лета была гроза, плохая погода с градом. Очень много повредилось бахчевых. В основном сейчас, если даже по кукурузе брать, в этом году мы в районе чуть с опозданием посеяли из-за погодных условий и нехватки техники, потому что у нас сама техника в районе очень устарела, которая находится на балансе МТС. Нам нужны прицепные оборудования. Мы это все уже обращались в Министерство сельского хозяйства и надеемся, что в следующем году к весне у нас будут новые прицепные орудия, такие как дисковый борон, сеялки. Такие вещи нам необходимы в районе новые, потому что так как их ресурс около 6 лет, они у нас с 2015 года не обновлялись. Это касается именно кукурузы, как я поняла, да? Да, кукурузу, чтобы сеять кукурузу вовремя и чтобы успевать, потому что у нас 27 сел, до 2500 гектаров земли у нас под посев идут. В этом году мы всего посеяли около 1350-1400 гектаров. Я говорю условно то, что жители района, так как у нас таких государственных полей нету, чтобы мы государственное управление сеяло и потом хранило зерно. Такого нету, я имею в виду села, жители, крестьяне наши, которые сеют, но мы им пытаемся создать условия, чтобы они вовремя это все могли сделать, так как мы со своего бюджета районного малоимущим семьям и семьям погибшим в этом году и в прошлом году за свой счет проводим вспашку земельных участков. Также бесплатно мы своим бюджетом районным проводим лечение кукурузных полей, фруктовых садов, где много мраморного клопа и кукурузный сок. Тоже мы помогаем своими силами людям. Каково качество именно кукурузы, урожая кукурузы? Потому что, помню, пару лет назад, да и в прошлом году, качество было не блестящим далеко. Качество, знаете, по-разному. Все зависит от времени посева. Есть кто рано посеял, есть кто поздно посеял. Например, кто рано посеял, у них засуха помешала, качество неважное. То есть сами кочаны кукурузные, початки, они маленькие и болеют. Кто поздно посеял, у них, я смотрю, по полям едем, дней через 20 начнется уборка урожая, у них кукуруза более качественная, так как во время созревания, когда уже нужно было дождь, в то время дождь пошел, и орошение хорошее получило, и качественная кукуруза уродилась. Скажите, есть в районе места, где крестьяне, как раньше были мельничные комбинаты, да, или какие-то там цеха, где перемалывают муку в районе? Есть ли? Или же крестьяне там каждый сам у себя муку мелит, чтобы сварить тоже мамалыгу? Знаете, это все зависит от ценовой политики. У нас есть в районе комбикормовый завод, они там принимают кукурузу, они там муку фасуют. Есть сейчас у нас по проекту развития сельского хозяйства в одном селе Ачимчирского района организовывают помол, фасовку кукурузной муки и крупы. То есть это поддержка малого и среднего бизнеса.
И за счет государства люди получили оборудование, дальше должны еще дополучить оборудование, и они тоже этим будут заниматься, будут принимать у населения кукурузу, и объемы у них такие серьезные, нормальные объемы. То есть они уже работают, да? Они работают, но у них не хватает там фасовочного, там, как его, который будет упаковывать и расфасовывать, да, вот это сейчас они должны дополучить, там им компрессор нужен, там кое-какие еще им нужны оборудование, вот получат, и я думаю, в полном объеме этот производство тоже наладится. А так в каждом селе, естественно, есть своя мельница, люди в этом не испытывают никаких неудобств, чтобы там помолоть кукурузу. Что касается, вот мы как-то от фруктовых деревьев отошли немножко, да, что касается фруктовых деревьев, как идет сбор, хранение, реализация вот овощей, фруктов, там овощей нет, но фруктов сейчас, если брать поуже, да, скажем так, каким образом это сейчас происходит? Есть ли какие-то моменты, которые затруднительны для крестьян? Чтобы сейчас и овощи хранить, у нас таких овощехранилищ нету в районе, ну там, да, в Рыбском районе есть, но это для нас очень далеко. В нашем районе такого места нет, чтобы хранить. У нас помимо бахчевых фруктов еще у нас хорошо уродился в этом году орех-фундук. И цена на него была хорошая, и люди, я думаю, неплохо заработали на нем, хотя это очень трудоемкий процесс, рабочие, собирать, все, лечить тоже приходится орех около 5-6 раз, чтобы он не испортился, но в этом году около 1700 тонн, 1600, вот так вот наши жители собрали, и вот орех они хранят без проблем. Он хранится у людей, мы тоже тут имели такую возможность селам помочь в том плане, что нам международная организация передала мешки, которым хранит орех-фундук. Вот мешковину в старое советское время были такие мешки. Вот мы по селам познали эти мешки. Кому там досталось, они довольны хранением своего ореха-фундука, так как он проветривается хорошо в этом мешке. А фрукты, они, крестьяне, то есть продать есть вариант только вот увезти куда-то в Сухум. Каким образом происходит реализация? И управление каким-то образом ваше помогает крестьянам в этом процессе? Нет, я сейчас врать не буду. Мы людям помочь в реализации фруктов не можем, так как это рынок, каждый договаривается индивидуально, кому какая цена устраивает, когда он свой урожай собирает и в каком виде он им будет это продавать. Это крестьяне сами имеют своих клиентов, уже это все наработано в таких селах, как вот, допустим, армянские села, там Араки, Чулабра, другие села нашего района, вот они, вот Королек, Курму, Бычье сердце, как называется, они его реализуют нормально. И цена такая от 40 рублей до 60 рублей в этом году на этот вид фруктов. А так, что мы централизованно влияли на какую-то ценовую политику, мы, во-первых, не уполномочены и не имеем возможности. Да, я не об этом, я говорила, что, может быть, там где-то в хранении помочь, в каких-то, не знаю, механизмах там вывести и так далее, так далее. Вообще чувствуется, что не хватает, скажем так, предприятия по переработке, или же все-таки продавать, допустим, свежую продукцию, свежий товар, фрукты выгоднее крестьянам? Знаете, выгодно, допустим, хурму продавать в мае месяце, и яблоки тоже в апреле, в мае. Естественно, цена будет другая, чем продавать сегодня с дерева. Я же говорил там, что у нас хранилища таких нету, специалистов таких нету, чтобы хранить там мы могли там, да, есть газовые хранилища, там сейчас вот новые технологии. У нас пока этого нет. Внедрения этому нету. Если бы, естественно, это все работало бы, было бы, и специалисты были бы такие, которые могли бы наш урожай хранить там 5-6 месяцев в хранилищах, то, естественно, мы бы растянули сезонность наших фруктов на территории Республики Абхазии.
даже для внутреннего потребления, для внутреннего рынка это было бы вообще идеально. А как обстоят дела с переработкой продукции? То есть эта тема сейчас не актуальна для жителей? Или все-таки, если бы, допустим, была такая возможность, то она была бы востребована? Это услуга, скажем, процедура. Ну, это очень востребовано, вы знаете, потому что у нас не конденсат, я имею в виду фруктов, очень много некондиционных фруктов. Угу. Это все, если перерабатывалось бы там какие-то джемы, соки, там было бы прекрасно. Есть, естественно, на территории нашего района, но они не имеют таких объемов, чтобы всего населения они не имеют таких оборотов, возможностей, чтобы у всего населения Чимчирского района это все принимать. Вот в Адзюкжах сейчас налаживается какая-то там программа по переработке пектина, вот всего вот этих переработок всех вот наших фруктов, но как-то с опозданием идет строительство. Я надеюсь, в следующем году, к концу следующего года уже это предприятие будет работать. Ну, это тоже частное будет предприятие, это люди свои инвестиции в это вложивают. Посмотрим, дай бог, чтобы население было довольно. Конечно. Что касается сельхозпроектов, уже как бы вы частично говорили о том, что есть предприятия, которые хотели бы там перерабатывать кукурузу, молоть и так далее. Какие еще сельхозпроекты реализуются в Очимчире в рамках поддержки сельского хозяйства? Какие из них наиболее успешные? Может быть, что-то не получалось? Какие перспективы на следующий сезон, скажем? Много ли у вас претендентов на получение каких-то средств на развитие своего предприятия? Знаете, как сама программа, я оцениваю работу программы на 4. Так как, естественно, без каких-то там форс-мажорных ситуаций не обходится, так как мы, Чимчирский район, еще раз говорю, позиционируем себя как аграрный район, и люди, которые к нам обращаются участвовать в ведомственной целевой программе, их количество огромное. 267 заявлений мы имели на 2025 год. Из 267 заявлений 167 заявлений было одобрено Министерством сельского хозяйства. Отказано было ни одному человеку. То есть все они из-за нехватки средств были перенесены, остаток 100 вот этих проектов были перенесены на следующий год, 2026. Но сейчас добавили там указом президента будет бюджет Министерства сельского хозяйства для целевой ведомственной программы 500 миллионов рублей. То есть теперь я понимаю, что и количество заявлений будет больше, и охват будет больше. Сама программа работает, да. Вот я по району могу оценить тоже работу нашу по этим программам на 4. Если где что-то не получается, я имею в виду, допустим, человек там хочет какое-то оборудование, в начале года оборудование стоило 10 рублей, а пока комиссия одобрила, пока мы к нему приехали, пока прошло там 3-4 месяца. 10 рублей, которые стоило оборудование, сегодня стоит 15 рублей, понимаете? И человек христианину, накладно ему он не может там потом наладить свою, ему приходится что-то урезать, что-то добавить там. Бывает там человек за перевозку сам идет, сам привозит. Такие моменты бывают, понимаете, что там, когда или на границе там усложняют там, перевести, привезти. Вот такие моменты имеются, но это все с силами вместе мы там с Министерством сельского хозяйства, с таможней нашей, мы эти вопросы все вместе решаем и как мы идем навстречу, помогаем тем иным людям, чтобы они наладили свое производство. Сама программа, да, естественно, хорошо, все. Есть там свои какие-то недочеты, но мы это все озвучили, мы это все устранили, как говорится, на опыте мы видим, что нужно, что не нужно. Там, вот, мы убрали животноводство полностью с этой программы, так как привозить животных, крупнорогатый скот с Российской Федерации, это очень проблематично, потому что скот должен стоять на карантине 3 месяца, там их ветеринар должен за ними следить.
наши к нему допуск не имеют. И как бы акклиматизация, то очень плохо проживаемость такого скота, который сюда привозят. И поэтому, чтобы деньги Министерства сельского хозяйства отпущены на эти цели просто так никуда не канули, в том плане, что не реализовывается проект. Поэтому мы убрали весь крупнорогатый скот. А обязательно, что ли, скот из России привозить, свои фермы, вот где наши коровы, их нельзя разве? Знаете как, можно, конечно, но вы знаете, это уже не развитие сельского хозяйства, это перегон скота с одного района в другой район получается. А развитие, что это называется, чтобы породу поменять, понимаете, чтобы другие смешать породы. У нас, например, ангус хорошо здесь проживается, голштинские породы хорошо проживаются. То есть фермерские хозяйства, животноводческие, развивать сейчас не выгодно, так получается? Нет, дело не то, что невыгодно, просто условия доставки скота сюда, они разнятся с нашими законодательствами, поэтому скот у них там 3 месяца на карантине должен, потом... понятно, разные условия. Дорогу, пока сюда его привезут, стресс у них, там, акклиматизация, и бывает, падеж скота высокий. Но здесь есть у нас местные, которые занимаются, и серьезно занимаются, понимаете, там, искусственным оплодотворением, занимаются скотоводством, они размножают. Но проблема уже не раз была озвучена, у нас... с волками проблема, у людей очень много скота. По всему району более 1000 голов скота погибает от хищных животных в течение года. Вы это представляете? 1000 голов. Более 1000 голов. Это переведите на мясо, переведите на молоко. Ущерб какой, чтобы там бычка воспитать до 100 килограмм коров. Это 4-5 лет хозяин это все воспитывает. И за 10 минут бывает он это все теряет. Я вот сейчас знаю, вот здесь вот у нас есть село Илыр. Там ребята Кучберия и Ханава, там еще Чхапелия фамилия, они имеют много скота, там будка, парень. Вот у Шанава только за этот год около 20 голов уже волки съели. Ох, а ведется какая-то работа вот по хищникам? Знаете, мы истреблять волков не вправе, это санитары, понятно, как говорится. Как-то, не знаю, какие-то часть популяции надо, регулировать, это уже вместе с ветслужбой, это все надо вместе сообща как-то выйти на такой уровень, чтобы хищники не мешали крестьянам. Знаете? Спасибо. Давайте поговорим немного о состоянии земель. Времени тоже не так много у нас осталось. Увеличивается или уменьшается площадь сельхозземель в районе? Насколько вообще плодородна земля в Очимчире, скажем, да, в Очимчирском районе? И изменились ли условия для возделывания земли? Говорят же, что как бы она там более плодовита, потом, допустим, менее там истощена и так далее. Вот каково состояние сельхозземель? Сейчас буду говорить, допустим, у нас общественные земли, пашни, мы так называем, люди, где возделывали кукурузу много лет. Мы наблюдаем последние 2 года, когда была закрыта граница из-за ковида, из-за пандемии, у нас клочка земли не было, который не был спахан и не был засеян. То есть население как бы подстраховалось от того, чтобы иметь свой запас кукурузы. И сейчас за последние 2 года мы видим чуть-чуть упадок засеивания, возделывания этих земель, так как люди, знаете как, на селе молодежь, она не то что уехали с села, бросили свои родовые дома. Нет, они просто работают в городах и физически не успевают возделывать поля. То есть они просто так стоят, да? Да, они так вот, как залежи у нас остаются. Радует то, что очень много молодых ребят, которые только закончили военную срочную службу. Вот они оформляют земли на себя, возделывают там какие-то культуры. Кто-то... В основном сейчас модно стало возделывать корма. Овес, люцерну, под такие вещи люди просят у нас землю.
Спасибо вам большое. Я напомню, что мы говорили с начальником отдела сельского хозяйства Чимчирского района Тенгизом Какубава, говорили о проблемах, о вопросах актуальных для этой отрасли в районе. Спасибо вам большое. Всего доброго.